Способов заработать в мировой паутине, оказывается, есть целая масса. Так давайте же о них поговорим со специалистом. У нас в студии Дмитрий Куликов, директор интернет-компании Эссен. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Дмитрий, ну скажи, пожалуйста, какие есть способы все-таки, Евгений не стала их озвучивать, заработать в интернете, если ты не специалист, не айтишник, На самом деле способы за последние десятилетия очень изменились. Если еще 5-10 лет назад предлагали всем и каждому зарабатывать какие-то центы, доллары, кликая по баннерам, по ссылкам, то за последнее время это направление, которыми занимаются люди, полностью посвящая все свое свободное время и получая зарплаты адекватные, средние рыночные и даже выше. Как вы перечисляли, это и работники сферы верстки, программирования, так и журналисты, которые пишут статьи, новости, размещают на сайт. А есть новое направление, ну уже, наверное, старое, как блогеры. Когда-то это направление выросло из хобби, но сейчас действительно это высокооплачиваемая, наверное, уже профессия для многих. Но опять же, ну не всем же блогерам платят. Есть, допустим, да, есть люди, у которых там по 20, по 30 тысяч подписчиков, а есть там 1500 несчастная какая-нибудь женщина сидит где-нибудь. Что несчастная? 1500, ну, между прочим, например, тысячник это уже много. Но все равно, ну, она не может на жизнь себе зарабатывать тем, что она будет про шампунь про какой-нибудь писать, там, как она голову помыла замечательно, или там, не знаю, мыло какое-нибудь. Смотрите, для того, чтобы заработать на блоге, есть несколько способов. Есть способ, когда тебе прямо, грубо платят за то, что ты разместишь как рекламу у заказчика. Или напишешь якобы непредвзятый обзор. Есть, когда ты пишешь, ты можешь писать вообще что-то узкоспециализированное, да, о собачках чао-чао, вести блог, и будут читать тебя люди, и ты будешь продавать места для рекламы. Поставишь блог там Яндекс.Директ, Google, это текстовая реклама, наверное, многие слышали название, которую тебе лично не надо продавать. Все сделают за тебя компания сама. Тебе просто надо поставить этот код ежемесячно за то, что почитатели чао-чао видели рядом рекламку, тебе будет на счет приходить деньги. Есть партнерские системы. С одной стороны ты поставил рекламный баннер, с другой стороны ты поставил картинки, ведущие на магазин по продаже товаров для животных. И за каждый переход, это называется партнерская программа, тебе будет процентик с покупки тоже перечисляться на твой счет. Поэтому из каждой маленькой корзиночки может собраться достаточно неплохая сумма. Да, но когда вот, допустим, реклама идет в открытую, да, просто, то очень многие, я знаю, люди отписываются от такого друга. Не, ну ты знаешь, когда ты действительно зашел на страничку интересующего тебя автора, и ты его там долго уже читаешь, ну тут баннер небольшой, тут, ну, он же тебе не помешает, но зато он может запасть там куда-то к тебе. Ну, есть принципиальные просто такие товарищи. Но с другой стороны, если кто-то что-то продает, ну вот, например, какие-то подделки, да, или предлагает фотосессию, почему бы нет, как продвинуться, что нужно учесть, какие затраты на это требуются обычно? Ну, действительно, вы правильно сказали, что сферы, это не обязательно писать текст, да? Ты можешь предлагать услуги. Да, быть фотографом, быть переводчиком текста, можешь заниматься рукоделием, то есть получать заказы через интернет и воплощать свое хобби, монетизировать его. Что для этого делается? Многие люди сейчас превращают социальную сеть не только в сферу общения, но и в сферу коммерческих интересов. То есть они начинают выкладывать среди своих фотографии своих поделок с предложением работ, с предложением заказать их. Или свои фотографии с предложением приобрести. Да, и более того, инфраструктура очень способствует этому. Существует приложение, например, на Facebook, готовый интернет-магазин на твою страницу. Ты можешь его скачать за какую-то сумму, там, $10, установить, и у тебя уже будет движок внутри твоей страницы. И тебе совсем не обязательно для этого быть специалистом в области интернета. Абсолютно. Тебе важно расширять круг своей социальной сети. У многих сейчас не одна сотня друзей виртуальных, а когда ты занимаешься бизнесом, у тебя их постепенно становится больше и больше. И это новая сфера применения интернета. И людям это нравится, они теперь не привязаны к рабочему месту. Представьте, как было бы здорово вам с утра в минус 30 сюда не ехать, а вылез под одеяло, включил смартфон, привет, Хабаровск. И общение происходит очень теплое, дружелюбное, искреннее. Под одеялом? Да. Все естественно. А теперь
И деньги за это через интернет получать еще. Да, это как в том анекдоте, помните, про Советский Союз говорят, что, говорит, скоро можно будет продукты по телефону заказывать. Да, но выдавать их будут по телевизору, то же самое. А, кстати, о фотографиях. Вот вы говорили, что можно еще свои фотографии в какие-то там фотобанки продать. Это правда? Конечно, есть и биржа фотографий, есть и сервисы, которые скупают, ну, действительно, качественные. А для чего они нужны-то им, эти фотографии? Ну, например, как пример, есть издательство, которое формирует мега красивый фотоатлас о России. Вот для того, чтобы им сделать такой мега-атлас, им надо послать кучу фотографов по всей России, затратить деньги на командировочные. А так они объявляют, скажем, некий конкурс и собирают фотографии со всех участков необъятной страны, качественные, отвечающие их запросам, и они обходятся намного дешевле. Это один из примеров.